Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в Малом зале Башкортостан на камерном концерте «Классика в Новый год». 13 января по традиции отмечается Новый год по старому стилю. И на самом деле не важно, в какую именно дату мы справляем тот самый Новый год, традиционно мы привыкли встречать его в кругу семьи и близких людей. И этот вечер для нас с вами определенно станет очень особенным. Но взгляните вокруг. Мы с вами собрались сегодня не за обеденным праздничным столом, а в уютном камерном концертном зале. А нашим ближайшим кругом сегодня станет уникальный дуэт исполнителей. Это будут музыканты мирового уровня, а также великие композиторы, чья музыка наполнена невероятной красотой и шедеврами музыкального искусства. Наш праздничный концерт начнется с эпохи барокко, которая прославилась в архитектуре и живописи пышностью форм, лепниной, большим количеством украшений и живописных картин. Одна картина могла занимать целый потолок или стену в зале. Все это усиливает эмоциональное впечатление от искусства в каждом человеке. Ну, а музыка того времени стремилась поддерживать эту тенденцию и тоже изобиловала украшениями, тонко сконструированными орнаментами, которые придавали звучанию изысканность, пышность и благородство. Высшим достижением музыкального искусства эпохи барокко неоспоримо считается творчество Иоганна Себастьяна Баха. Немецкий композитор, органист-виртуоз, капельмейстер, мюзик-директор множества лейпцигских церквей. Человек, написавший за свою жизнь более 1000 музыкальных сочинений во всех существовавших тогда жанрах, Иоганн Себастьян Бах обогатил и светскую, и духовную музыкальные культуры. Говорят, гении рождаются раз в столетие, но в тот год, в 1685, произошло удивительное. В один год и даже почти в один месяц вместе с Бахом родился еще один великий барочный композитор – Георг Фридрих Гендель. Их жизни протекали параллельно, не пересекаясь, но каждый из них оставил удивительное количество сочинений, которые до сих пор ценятся слушателями и до сих пор звучат со всех сцен мира. Барокко в переводе с итальянского означает «странный», «причудливый». А еще по одной версии барокко переводится как «жемчужина неправильной формы». Именно из такого жемчуга делались самые уникальные, непревзойденной красоты украшения. Ну что ж, украсим наш с вами вечер. Иоганн Себастьян Бах. Ария из сюиты номер 3, соль мажор. Георг Фридрих Гендель, ария из оперы «Юлий Цезарь в Египте». Исполняют директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин. И главный дирижер Госоркестра Башкирии, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Следующий композитор, чья музыка прозвучит с этой сцены, может по праву называться человеком эпохи Возрождения. Камиль Сен-Санс вошел в историю прежде всего как композитор, педагог, пианист и дирижер. Однако подобными гранями далеко не исчерпывается таланты этой поистине универсально одаренной личности. Сен-Санс был также автором книг по философии, литературе, живописи, театру, сочинял стихи и пьесы, писал искрометные критические эссе и даже рисовал шаржи и карикатуры. Он был избран членом Французского астрономического общества, поскольку его познания в физике, астрономии, археологии и истории не уступали порой иным ученым. Исключительно одаренный Сен-Санс виртуозно владел техникой композиторского письма и писал с ранних лет и до конца своих дней. Особенно популярным и плодотворным он стал в области инструментальных жанров. В последний год жизни композитор, вопреки преклонному возрасту и уже пошатнувшемуся здоровью, творил так же интенсивно, как и всегда. Деятельная натура композитора требовала не просто продолжения творчества, но и открытия новых для себя областей. Внеся весьма значительный вклад в камерно-инструментальную литературу созданием своих струнных и фортепианных трио и квартетов и других ансамблей, композитор устремляет взор в ту область камерной музыки, которой прежде не касался, и задумывает произведения для деревянных духовых инструментов. Они играют немалую роль в симфонических сочинениях Сен-Санса, но здесь он мыслит нечто принципиально иное. Сольные произведения для гобоя, кларнета, фагота и английского рожка в сопровождении фортепиано. Сен-Санс успел осуществить 3 замысла из 4 и написал сонаты для первых 3 инструментов. Его движущей силой было не только и даже не столько освоение новых территорий, сколько несправедливое, невнимательное отношение современников-композиторов к этим инструментам, особенно к кларнету. Современники Сен-Санса часто отдавали предпочтение струнным инструментам, особенно в области камерных жанров. А ведь кларнет обладает удивительным тембром. Стоит только дать этому исполнительскому потенциалу раскрыться в умелых руках музыканта. Именно этим решает заняться Камиль Сен-Санс и пишет великолепнейшую сонату для кларнета с фортепиано. Еще при жизни композитора о нем утвердилось мнение, сохраняющееся порой по сей день. Мол, Сен-Санс не мучим никакими страстями. Ну, действительно, даже лирические высказывания композитора порой кажутся излишне сдержанными и отстраненно холодноватыми. Однако было бы ошибкой считать, что Сен-Санс не способен на яркое выражение чувств. И лучшим опровержением этого мнения является соната для кларнета с фортепиано. В ней есть особенная сердечность и глубина человеческих переживаний. Воспоминания о некогда пленительных образах, статичность и стихийность движения. Словом, все то, что способен пережить в своем сердце каждый из нас. Камиль Сен-Санс. Соната для кларнета с фортепиано. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
Возможности кларнета, такого удивительного и передающего тончайшее настроение человеческой души инструмента, волновали очень многих композиторов. Одним из них был ярчайший представитель импрессионизма в музыке француз Клод Дебюсси. Композитор считал, что музыка подобна природе, благодаря своей естественности, бесконечной изменчивости и многоликости форм. А еще он говорил, что только музыканты способны постичь и уловить всю поэзию смены дня и ночи. И природа, и музыка ощущаются Дебюсси как тайна, и прежде всего тайна рождения того неуловимого, быстротечного, ускользающего мгновения. В зрелом творческом возрасте Клод Дебюсси принимал участие в работе жюри конкурса исполнителей на духовых инструментах в Парижской консерватории. И именно тогда ему приходит в голову идея
написать произведение для сольного исполнения на кларнете. Тогда же он реализовывает свой замысел, первоначально в виде пьесы для кларнета с фортепиано, а затем композитор создает версию и для оркестра. «Рапсодия» для кларнета с фортепиано своеобразна и написана абсолютно в духе импрессионистских музыкальных произведений. В ней часто сменяются темпы и эмоциональные состояния. Образы тяготеют к поэтичной пейзажности, гармония очерчена тонко, а вместе с тем и глубоко, а партия солирующего кларнета неизменно очаровывает мягкими хроматизмами. Результатом своего труда Клод Дебюсси остался чрезвычайно доволен и называл «Рапсодию» одной из самых красивых пьес, когда-либо им написанных. И действительно, ее утонченная красота и яркая колористичность никого не могут оставить равнодушными. Клод Дебюсси, «Рапсодия» для кларнета с фортепиано. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
Выдающийся немецкий композитор-романтик Иоганнес Брамс обогатил мировую музыкальную литературу рядом выдающихся инструментальных сочинений. Многие из них до сих пор остаются настолько популярны, что хорошо знакомы даже тем, кто не любит слушать классическую музыку. Иоганнес Брамс был невероятно энергичным композитором и исполнителем, и однажды он отправился на гастроли по Германии с выдающимся скрипачом своего времени Эде Ременье. Музыканты давали концерты в крупных и небольших городках, много гуляли пешком, знакомились с местными жителями и иногда спонтанно устраивали ночные импровизированные концерты. Что уж и говорить, жители городов Германии были в полнейшем восторге и от музыки, и от самих исполнителей. Народные напевы, которые так часто использовались Брамсом и Ременье, даже не были записаны, все игралось на слух. Однако впоследствии именно им суждено было стать знаменитыми инструментальными венгерскими танцами. Лишь спустя 16 лет после того яркого гастрольного тура композитор запишет первые 10 танцев для фортепиано в 4 руки, а через год будут готовы еще 11 композиций. Еще немного позже тетради опубликуют, и эти венгерские танцы принесут невероятную, огромную славу Иоганнесу Брамсу. Практически все, у кого дома был инструмент, начнут исполнять в 4 руки виртуозные пьесы композитора. На протяжении всего своего жизненного пути Иоганнес Брамс сохранял любовь к венгерской музыке. Для него эта страна стала символом свободы и раскрепощенности духа, которые он и увековечил в своих пьесах. Иоганнес Брамс. 4 венгерских танца. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
Я не знаю, сказали ли, что в завершении, но в завершении прозвучит пятый танец Брамса.
Дорогие друзья, благодарим вас за то, что провели с нами этот вечер и приглашаем на ближайшие мероприятия Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. 19 января состоится концерт абонемента «Золотые страницы башкирской музыки», где в исполнении Госоркестра Башкирии под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова прозвучат великие симфонические произведения наших земляков, башкирских композиторов старшего поколения Рафаила Касимова и Ильдара Хисамудинова. А 26 января прозвучит произведение Исаака Шварца, концерт для оркестра «Желтые звезды», посвященный памяти жертв Холокоста. Благодарим вас за то, что составили нам компанию этим вечером и ждем вас на наших ближайших концертах. До новых встреч!